Уміловані у Христі Пану брати і сестри, присутні на урочистості найсвятейшого тіла і крові Христової, усі слухачі, які будете удзельнічати у проповіді і кормитися Словом Божим праз сродки масової інформації. Як на початку Святої Мши я подкреслил, что сегодняшняя урочистость – это момент, коли еще раз мы хотим усведомить себе, який великий дар Отца Небесного, Бога Отца мы отрымали. Бог Отец не только дозволил Сыну Божьему прийти у человечем теле, утеловиться, стать подобным до нас во всем, опроча греху, але дозволив докранаться, мало того, споживать свое тело. Докранаться сердца Иисуса. Коли вы пам'ятаєте, може, минулий або 2 годи назад я подчас урочистості Божого тіла розважав з вами про цуди евхаристичні, які здараються в 20-21 стагоддзі, где Бог показывает нам, что у Евхаристии это не символ, это не знак, а сапраўдное тело и кровь Иисуса. Это частки, частка. У этой малой гостии, Святой Коммунии, есть частка мышцы сердца Иисуса. Суд евхаристичный Бог дозволяє нам споживать свое сердце. Сьогодні хочу з вами розважити про те, як люди у сучасному світі не відкривають своє серце на серце Бога і шкода, бо губляють при гэтым самое головне лекарство, самый головний лек, про який Єсус сам каже. Это ежа на життя вечное. Это не знак. Это не символ, это тело Сына Божьего. Сегодняшнее Евангелие, которое мы выслушали от Яна, это 6 глава, Евхаристичная мова Иисуса, от 51 по 58 сторонку. Коли мы трошки, отчинивши Библию, зазернем раней, про что Иисус сказал в этой главе 6, то от 24 радка мы читаем. Это после того, как Иисус размножил хлеб и накормил 1000 людей. Размножил хлеб. Это был цуд размножения хлеба. Читаем. «Коли затым народ убачил, что там нема Иисуса, они вучнів ягоних, яны сели у лодку и приплыли у Кафарнаум, шукаючи Иисуса». После того, как Иисус размножил хлеб, люди его шукали. А коли знайшли його за морем, сказали йому: «Раббі, а коли ти сюди прийшов?» Так хутко? Яким чином? А Єсус їм каже: «Сапраўды кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що ви бачили знаки, не тому, що бачили цуд размножения хлеба, тому, що ви ели хлеб и насытились. Потому что я вас накормил, вы были голодные, а я вас накормил. Але клопотитеся не про ежу, якая пропадає, каже Єсус, але про ежу, якая причиняється до життя вічного, якое дасть вам Син чоловічий. Увага, бо на им поставил печатку Бог Отец. Який сенс гэтых слов Иисуса? 1000 людей бачили цуд размножения хлеба и почали шукать Иисуса. Это правдивый пророк, такого еще никто не чинил.
Але яны шукалі Езуса не таму, што Ён Месія, Сын Божий, але таму, што Ён накарміў іх. Яны былі галодныя, Ён іх накарміў. Набить живот, успокоить свои материальные потребности, быть комфортным и все. Вот для чего был им потребный Иисус. Провожу аналогию сучасных христиан. Божие тело. Некалькі уже месяцев, 2 месяца назад мы переживали Пасху. Мы ведаем, что час пандемии. Касцёл один из першых у нашей краіне, які призываў Божий народ і ўсіх жыхароў краіны, каб захоўвалі дыстанцыю, каб дбалі пра здароўе. Слава Богу. І так павінна быць розум, бо гэта не шутка. Але подумайте, мои дорогие браты и сестры, якая колькасць христианов, людей у Беларуси, у Польши, у Франции, во Европе усей, на всей планете Земля шукали Божьего хлеба в этот период. Нам у масс-медиях показывали колейки у Евроопты. Мы бачили, як люди толпились каля магазинов с колясками, в масках, в перчатках, да? И все купляли килограммами, десятки килограммов там, гречки, рису, макаронов, все, что, да, рыхтовались до пандемии. Шукали материальной ежи. Я не бачил колейков перед костелом ни у Беларуси, ни у Польши, бо там у европейских краинах это вогуле было заборонено ходить у храм. Так як быццам увесь коронавирус собрался у храмах. И ведаеце, мне цікава, вот зараз уже нібы послабление, але это неправда. Еще пандемия трывае, не расслабляйтесь. Але люди адчулі, па-першае, так, некоторые змучаліся уже сидеть в самоизоляции дома, да. Некоторым это надоело, а некоторым это вообще было далеко от них, это не нас касается, и они так как бы ничего не здаралася жили, да, ничем не переживали. Але люди у магазинах, на рынках, у кинотеатрах, у клубах, на шашлыках. Там коронавирус гуляе так само. Але люди шукаюць комфорта, люди шукаюць толькі моманту, калі набіць жалудак, каб ім было добра. Не думаюць пра сваю душу. Які процент людей попросил, принаймсі, за гэты период, ойченька, по телефону позвонил и попросил: ойча, я уже сголодался за Божьим хлебом, привезите мне святую коммунию, я не могу без Иисуса. Единицы, и то это людей хворых, амаль что на ложе смерти. Чему так? Где наша вера? Иисус скажет в сегодняшней Евангелии: «Я хлеб живый, я хлеб живый. Кто будет есть и этот хлеб, будет жить вечно. Хлеб, який я вам даю, это мое тело. На мне поставил печатку Бог Отец. Коли не будете есці цела Сына Чалавечага і піць крыві Ягонай, не будете мець у сабе жыцця». Жыццё Божие занядбанае і ў Беларусі, і ў Еўропе. Таму мы не бачым Бога сярод нас, а тое, што я на пачатку святой імшы казаў, нават у момант, калі мы не маем этой працэсіі Божага цела, мы монстранции Божии, мы несем Иисуса в свет. Чему мы не бачим Бога в этом свете? Потому что мы не насыщаемся Иисусом. У нас нема любови Бога.
У нас нема життя Божого. Без Евхаристії нема життя Божого. Душа, покуль что в этом теле, бедном теле, смертном теле, хворым теле мечется, яна яшчэ хужэй мае, ніж само тело, тому что оно не кормится хлебом живым. И меня удивляет той момент, людей, которые боятся заразиться в костеле и не идут до коммунии, бо я могу заразиться. Ты ж купляешь продукты в супермаркете, ты постоянно еси колбасу, хлеб, картошку, ты можешь где угодно съесть эту корону, так или нет? Никто не боится есть. Але спожить тело Иисуса – страх. Як дьявол гуляется с нашими душами. Я бачыў жудасныя сцены, прабачце, што гэта пойдзе нават на інтэрнэт і на YouTube, але бачыў я гэта таксама ў інтэрнэце, калі святары пінцэтам падавалі святую камунію Божьему народу. Господи, помилуй. Где наша вера, Отец? Jesús пытаўся, ці я знайду веру, як прыйду свет судзіць. Знаете, мы многіх рэчэй не саромеемся. Паглядзіце, колькі людзей сапраўды зараз сядзяць на пікніках, на прыродах, ядуць, п'юць, гуляюць і так далее, не баяцца нічого. Але храма Божага, як дьявол свечкі. Прабачце. Каб мяне добра зразумелі тыя, хто мяне будуць слухаць на Ютубе. Мои дорогие, вы, которые духовно злучаетеся с Костелом Божьим, и каждый раз у сердце вашем боль за того, что вы не можете прийти в храм, потому что вы как раз находитесь в ситуации самоизоляции, але вера в вашем сердце великая, Бог знает. И тем больше ожидание Божьего хлеба в ваших сердцах, тем больше любови Господь вам даст. Але я кажу про тих християн, про тих лодырей, прости мне, Господи, и трусов, которые не шукают Божьего хлеба, а шашлыки полным ртом. А Иисус каже у Евангелии, 12 глава Евангелия Луки, «Кожний, хто признає мене перед людьми, того і Син Чоловічий признає перед ангелами Божими. А хто одречеться від мене перед людьми, того Син Чоловічий одречеться перед ангелами Божими». Что важнее? Иисус каже на другом месте в Евангелии, что чинит человека нечистым? Ці шашлык, колбаса, которая в рот твой выходит, у желудок, а желудка потом вон, ці то, что с сердца твоего выходит. Блуд, ненависть, злость, крадеж. Бог это тебе чинит нечистым. А ты, человек Божий, не клопотишься про сапраўдны хлеб, и душа твоя бедная. И она в твоем теле просто плачет. И поволі замирає. Не можна соромиться, не можна не жадать Божого хлеба, коли в твоем сердце есть вера. Треба так, вы ж самі бачите, я призываю весь час, ходите в масках, соблюдайте все сродки безпеки. Мы два раза мы святары обмываем антисептиком руки, выходячи на мшу и в часе мши, каб вам не передать инфекции. Але Иисус не передает инфекции. Иисус лечит. И не только тело, душу твою спасает. Я вспоминаю одного бискупа, в'єтнамського бискупа Ван Цзуана, який у 20 стагоддзі падчас пераследу сидів у в'язниці, як його мучили. Хіба що 7
а можа больш 10 гадоў ён адбыў вязень. Гэты біскуп у далоні, я чытаў яго сведчанне, у далоні адпраўляў імшу 3 кроплямі віна і 1 кропляй вады. Ён у далоні трымаў кроў Езуса. Каб выжыць, каб душа яго не счарствела, каб ён Бога не адрокся. А ў нас, слава Богу, храмы адкрытыя. Цела і кроў Езуса. Бярыце і ешце, бярыце і пійце. Господи, прабач нас. Прабач нас за нашу абыякавасць. Прабач нас за нашыя зімныя сэрцы, не жадаючы сапраўднага хлеба. Як паслаў мяне жывы Отец, і я жыву Отцом, так і той, хто есць мяне, будзе жыць мною.